Добрый день, вы смотрите программу «Акцент» на портале isia.ru. Сегодня у нас в гостях кандидат филологических наук, профессор факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики Кирия Илья Вадимович. Илья Вадимович, большое спасибо, что нашли время, чтобы ответить на наши вопросы. А поговорим мы сегодня о медиакоммуникациях у нас в регионе и в целом о журналистике. Илья Вадимович Кирия, кандидат филологических наук, доктор информации и коммуникации, профессор факультета коммуникации, медиа и дизайна НИУШ, автор монографий научных статей на французском, английском, испанском и русском языках, области интересов, медиа-менеджмент, экономика медиа, развитие медиа в регионах России. Начнем, наверное, с ваших впечатлений. Я думаю, вы уже успели посмотреть газеты, какие-то издания, возможно, интернет-страницы, возможно, даже радио и телевидение. Вот как вы оцениваете местные СМИ? Я успел в основном поговорить с коллегами отсюда, из Саха-Медиа, и могу сказать, что, в общем, это такой довольно прорывной опыт, который встречается в регионах, но встречается очень выборочно. То есть кластеры развития медийного, они очень неравномерны. И в каких-то регионах они есть, в каких-то нет. Здесь я вижу, что они есть. То есть я, честно скажу, так сложилось, что там 10 лет назад или 7 лет назад всегда назывался ряд регионов, в которых очень круто с телевидением и так далее. Екатеринбург всегда был в этом списке, Казань всегда была в этом списке, и так далее. Вот. А вот мне кажется, что сейчас в этом списке в том или ином виде должен быть Якутск. Так сказать, судя по тому, что я вижу, по тем процессам, которые я вижу, и я их знаю, потому что все-таки моя лаборатория занимается исследованиями в этой области, я вижу, что здесь есть это развитие, что есть этот толчок, который данный, который на самом деле очень часто возникает не потому, что есть предприниматели, которые находят рынок и так далее. Это проблема зачастую в том, что рынок настолько узкий, что он не позволяет такие инновационные кластеры финансировать. Но достоинство в том, что в регионах возникают коллеги, способные убедить доноров, то есть власти, в данном случае спонсоров или кого-то еще, в том, что такие штуки необходимы, в том, что медиа сегодня это не только газеты и не только информационное агентство, что это очень комплексная штука, которая связывается в первую очередь через новые медиа, через интернет, через интернет-вещание и так далее, и через приложения, в том числе для мобильных устройств. И так сказать, это, с моей точки зрения, очень положительный момент. А если все-таки сравнивать нас с другими регионами, на каком уровне мы находимся? На ступеньку выше или все-таки ниже? Я скажу так, более аккуратно. На ступень выше, чем регионы подобного типа, потому что в России очень разные регионы. Нельзя ни в коем случае сравнивать, я не знаю, регионы Сибири и Дальнего Востока с регионами Центральной России. И по логистике, и по плотности населения, по расстоянию между городами и так далее. А эти факторы, географические и климатические, они очень большое влияние имеют, на самом деле. От количества городов зависит огромное количество вещей. В таком случае, кого нам ставить в пример? То есть какое СМИ на Дальнем Востоке, либо же в Сибири, на ваш взгляд, является флагманом? Вы знаете, я скажу так, я думаю, что это Барнаул и Алтапресс. Но то, что я видел здесь сегодня, это вполне в духе. И, может быть, даже в чем-то лучше. Но я просто в Алтапрессе давно был. Я думаю, что там много чего изменилось за последнее время. У них был один из первых в России опытов создания конвергентных редакций. То есть, когда еще порядка 10 лет назад эту тему начали, так сказать, активно осваивать в медийном пространстве, активно стали обучать этим вещам. Мы делали тренинги, в общем, ваш покорный слуга
был одним из первых, кто это, так сказать, придумал вот эти тренинги в этой области, и мы их активно внедряли в регионах. Так сказать, я могу сказать, что Алтапресс был одним из первых, кто затеял игру в конвергентную редакцию. Насколько я помню, в общем, результаты были неоднозначные. То есть они не с самого начала вот построили то, что реально стало потом работать. Они многократно проходили такой вот, перестройку рабочих процессов. Это не всегда видно вот невооруженным взглядом, вот когда ты просто приходишь в редакцию. Что такое редакция? Редакция внешне — это железки просто, да, там, и так далее. Для этого нужно понять, как работают люди, нужно поговорить с людьми и так далее, понять, ага, вот здесь вот у нас центр управления полетами, вот здесь у нас и так далее. То есть если предположить себе и сравнить, продолжить это сравнение, что ты приходишь в центр управления полетами, так сказать, но ты не знаешь, чем занимаются эти люди конкретно, и как они взаимодействуют между собой, вполне вероятно, что ты не поймешь, что это центр управления полетами. Все какие-то люди, смотрят в какие-то мониторы, и так далее. Вот то же самое и здесь. То есть это вопрос рабочих процессов, поэтому, но это была одна из первых редакций, которые это запустили. Там это было, я помню, что я ездил к ним на форум про это, году, наверное, 2010 или 2011. То есть достаточно уже давно. Южный регион в Ростове играл в эту, так сказать, игру, этот эксперимент затевался с конвергентной редакцией тоже очень давно. То есть они начинали это очень давно. Более того, это начинал даже не столько Южный регион, сколько какая-нибудь газета «Сальская степь», которая находится там в нескольких сотнях километров от Ростова-на-Дону, вот как бы вот там вот возникла такая потребность. А потребность возникает тогда, когда есть потребность сделать больше продукта за те же деньги, а лучше за меньшие деньги. То есть вопрос эффективности. Можешь ли ты большее количество аудитории разнообразно при помощи различных, так сказать, медийных каналов захватить, заинтересовать и так далее. И эффективность заключается в этом. То есть и в этом смысле как раз очень интересно смотреть на то, как это происходит именно в государственных структурах. Государственные структуры являются бюджетными структурами, но одни бюджетные структуры просто получают деньги и работают вот в рамках тех процессов стандартных, которые мы там знаем, которые не изменились за 10, 20, 30 лет почти, кроме того, что появились компьютеры, а раньше там их не было и верстали по-другому, например, и так далее. Но в целом оно не изменилось вот по сути, по своей. Да, вот механизм работы в каких-нибудь мелких газетах и так далее. А здесь мы наблюдаем, как вот государственные структуры осознанно сами, за счет того, что приходят более профессиональные менеджеры и так далее, вдруг вот говорят, а вот мы больше так работать не будем, мы вот так будем работать. Мы вот хотим, чтобы у нас было видео еще на портале, мы еще хотим, чтобы у нас вот было так, мы хотим еще, чтобы у нас были здесь интерактивные какие-то форматы и так далее. Да, они будут не такие, как на Первом канале или на России, но может оно и не надо так, как на Первом канале или на России. Для этого есть Россия Первый канал. Но это будет давать какой-то местный медийный контент, он будет альтернативный и так далее. Все-таки мы самый большой регион у нас в стране, и, естественно, у нас есть определенная специфика. В первую очередь, это наша территория. К сожалению, не во всех районах у нас имеется интернет, и мобильная связь также не везде присутствует. Так что единственным источником информации для населения продолжают оставаться газеты. Вот в таких условиях как правильно надо выстраивать медиаповедение компаниям? То есть каким должен быть медиа-менеджмент, чтобы мы все-таки шли, наверное, в ногу со временем? В первую очередь, если речь идет о таком распределенном регионе, самое главное — это понимать четко, какие каналы медийные доступны аудитории. Потому что одно дело, у тебя аудитория имеет вот эту продолжающуюся картину дня, которую можно наблюдать на радио и ТВ, а газета — это что? Газета — это фиксация картины дня. Вот картина дня вчера была такая. Вот, так сказать,
очевидно, что аудитория, у которой нету бэкграунда телевизионного и радийного или интернетовского, то есть картина дня в продолжении, в развитии, должна получать несколько иную информацию с газеты, нежели другая аудитория, которая за этим всем в том или ином виде следит. То есть в виде, я не знаю, интернет-запросов, в виде, так сказать, радио, телевидения и так далее. И это, на самом деле, номер один, мне кажется, в менеджменте, так сказать, там, если он хочет быть современным. Это понимать не просто вот какую картину ты хочешь вложить в голову человеку, а понимать, как эта картина стыкуется с его другими, не просто медийными интересами, а в том числе с его личной повесткой дня, со значимостью, которую он придает тому или иному событию. Вот это номер один. И на самом деле это заблуждение, что сейчас все научились это делать. На самом деле это умеет делать очень небольшое количество, так сказать, медиа. Очень часто это отсутствие просто нормальной аудиторной фокусировки, то есть понимание того, чего хочет эта аудитория, как там и так далее. Вторая проблема здесь же связана с этой аудиторией, в том, что мы про нее мало понимаем. То есть вот там, если мы возьмем американский опыт, да, там совсем другой рынок, там реклама в регионах, там региональная реклама очень развита, поэтому газетам это нужно. И поэтому там статистически бюро аудита тиража дает редакциям такую информацию, которую у нас просто невозможно себе представить. Это информация о том, что вот вас читают в первую очередь вот в этой зоне, а не вот в этой, например. Или вот вашу газету разбирают здесь, а здесь в меньшей степени. И так далее. Там настолько хорошо работает обратная связь от поставщиков, от дилеров, не дилеров, а тех, кто продает газету, да, что получается зонирование, просто картографирование фактически реального потребления медийного в регионах, вот именно газетного. У нас как бы вот этого уровня статистического просто нету. Понятно, почему еще его нету, понимаете, когда у вас от этого зависит твоя прибыль, количество рекламы, которую ты получишь, тогда для тебя это хлеб, ты без этого никак не можешь. А когда твоя прибыль от этого не зависит, а зависит от субсидий и чего-то еще, и эти субсидии не привязаны зачастую к количеству людей, которых по-хорошему должны быть привязаны. То есть более эффективным государственным холдингом является холдинг, который за меньшие деньги, так сказать, охватил большее количество населения. Это та же самая модель, что и реклама. Но только рекламодателем является, так сказать, государство в данном случае, да, или общество, если можно так выразиться. Вот. Тогда четко сразу будет привязано, от, так сказать, этого будет зависеть количество денег. Все же научились в конечном счете считать баллы ЕГЭ там, и все остальное среднее в вузах, потому что вузы стали за это биться, конкурировать и так далее. И в результате как-то быстренько очень все это, значит, наладилось. И то же самое здесь. Как только это привязывается к количеству людей, и сразу и статистика, так сказать, под это дело начинает выстраиваться, потому что, понятно, что от этого зависит прибыльность, то есть прибыль издания, неважно от каких источников доходов, приток денег в издание, а этот приток можно гарантировать таким образом, только развивая статистику. И тогда моментально, я вас уверяю, самые крупные медиа, которым нужны эти деньги, скинутся, заведут вот такую статистическую службу, которая все будет знать. Большое спасибо, Илья Вадимович, что нашли время, чтобы ответить на наши вопросы. А я напомню, что у нас в гостях был профессор факультета коммуникации, медиа и дизайна Высшей школы экономики Кирия Илья Вадимович. Это была программа «Акцент». Следите за нами на портале esia.ru. Увидимся через неделю.